День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за развитием событий. И сегодня, в конце недели, подводя ее итоги, мы расскажем о самых значимых событиях. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». В студии Иван Лазаренко. Я вас приветствую. Здравствуйте. Начнем с лесопожарной обстановки. Безусловно, борьба со стихией и дожди принесли свои результаты. И на этой неделе полностью были потушены пожары в национальном парке Ленские столбы, в Намском, Мирнинском и многострадальном горном районах. Учитывая сложившуюся ситуацию, МЧС России начала вывод группировки сил. В районах, где огонь еще бушует, ситуация стабильно нормализуется. На одном из заседаний оперативного штаба Найсен Николаев отметил, что в начале сентября будет проведено большое совещание по итогам лесопожарного сезона этого года и вопросам подготовки к следующему. Он подчеркнул, что благодаря решениям президента и правительства страны финансирование республики на лесохозяйственную деятельность со следующего года значительно повысится. По его словам, это даст возможность увеличить штат лесоохраны Якутлесресурса, улучшить техническую оснащенность подразделений. Но что касается сгоревшего микрорайона в Бяскёле, в горном районе, сейчас там масштабная стройплощадка. Работы ведутся с раннего утра и до самой темноты, сроки поджимают. Согласно плану оперштаба, уже 15 октября там должен стоять абсолютно новый микрорайон. О том, как идет строительство, в нашем следующем материале. Здесь, можно сказать, передовая линия, как и положено, на фронте. Именно на плечи активистов Общественного народного фронта упала самая тяжелая работа. Они сейчас полностью расчищают территорию сгоревшего микрорайона, разбирают помещения, идущие под снос, демонтируют сгоревший коровник и просто помогают жителям села с любыми вопросами. Общественники из 22 разных регионов страны, многие из них в Якутии впервые. Я вообще даже представить не мог, сколько здесь реально сгорело территории. А вот когда я уже приехал в саму деревню сейчас, да, где мы сейчас работаем непосредственно с ребятами, я сейчас смотрю, уже сгоревший коровник здесь находится. Я понимаю, сгорело очень много домов. И мы сейчас будем с ребятами помогать все восстанавливать. Для нас это важно. Действительно, впереди строительство не только новых домов, но и дорог, придомовых территорий, хозяйственных построек, нового животноводческого комплекса. В ближайшие сроки до 7 сентября должны завершить также работы по подаче напряжения на новую линию электропередач. Ведется активная работа по бурению свай. На сегодняшний момент уже 50% свай забурены, и все компании, которые участвуют в строительстве, продолжают завозить материалы и бурить сваи. Завозятся материалы для организации нулевых циклов на домах, завозятся домокомплекты, уже 6 домокомплектов здесь на площадке. Кроме того, у нас в планах стоит, сейчас прибудет дополнительная военная техника, тяжелая техника. Мы здесь будем продолжать планировку второго этапа. Это вот то, что прилегает к поселку. Вот вы видите, где мы сейчас непосредственно находимся. Эта работа тоже будет вестись параллельно. То есть все работы идут по штатному плану, согласно решениям оперативного штаба. Помимо помощи в строительных работах, члены ОНФ помогают местным жителям с оформлением заявок, подачей документов. Среди них есть специалисты муниципального образования и юристы. Также тесное сотрудничество ведет с отрядами Федерального медико-биологического агентства. Опыт у добровольцев большой. Якутия не первый регион, который они помогают восстанавливать после ЧС. Крайняя ЧС, которой мы работали, это была Республика Крым, Ялта, Бахчисарай, Керчь. У людей есть все-таки надежда на то, что в ближайшие сроки, в ближайшее время все будет хорошо. И когда мы заканчиваем работу, для нас самое важное, когда человек говорит искреннее спасибо. Мы слышим это слово, то понимаем прекрасно, что мы работу сделали хорошо. Оценить работу добровольцев можно будет уже 15 октября. К этому времени весь микрорайон должен быть полностью отстроен, в том числе улично-дорожная сеть и все другие магистрали. Анна Васильева, Михаил Мордовской, Бяскёль, Горный район.
Еще одна очень важная новость этой недели. Якутия и Нижегородская область стали первыми регионами, получившими одобрение по инфраструктурным бюджетным кредитам. Президиум правительственной комиссии по региональному развитию в России одобрил заявку Якутии на реализацию инфраструктурного бюджетного кредита в размере более 4 миллиардов рублей на реализацию сразу 3 масштабных проектов. Это комплексная застройка микрорайона «Звездный», квартал «Воинская часть» в городе Якутске. Здесь будет налажена вся необходимая сетевая инфраструктура. В городе Нерюнгри будут проведены магистральные сети в жилом квартале «Р». В поселке Жатай также планируется строительство многоквартирного жилья и общежития для специалистов Жатайской судоверфи. Вхождение в республике в подобную кредитную программу, несомненно, принесет большой экономический эффект. Ну а о микрорайоне «Звездный» расскажем чуть подробнее. В данный момент на участке идет возведение первых жилых домов. Что еще будет включать в себя новый микрорайон и как финансируется строительство, смотрите в материале далее. На месте будущего микрорайона «Звездный» в квартале «Воинская часть» полным ходом идет строительство 7 многоквартирных домов. В общей сложности здесь планируется возведение 66 жилых объектов. 30 – это многоквартирные дома с этажностью до 8 этажей, да, именно комфортные для наших условий, чтобы не было стесненности, такого чувства. И второе – это 36 домов, это блокированные застройки. Региональным оператором определенное республиканское ипотечное агентство, и они выступают. Работы ведутся в соответствии с установленным графиком. В конечном итоге в этом микрорайоне будет построено более 260 тысяч квадратных метров жилья. Помимо этого будут возведены спортивные сооружения, школы и детские сады. Такое масштабное строительство стало возможным благодаря тому, что Якутия получила одобрение по инфраструктурным бюджетным кредитам в размере 4 миллиардов рублей. Отмечается, что строительство микрорайона имеет выгодные финансовые условия. Те доходы, налоговые и неналоговые, которые мы получим, наш бюджет республиканский от этого проекта, они в 1,5 раза перекроют те средства, которые мы получим в виде инфраструктурных бюджетных кредитов и процентов по нему. Это очень высокий для жилищного строительства коэффициент. Из средств, полученных за счет бюджетных кредитов, помимо строительства нового микрорайона в Якутске, будут возведены магистральные сети в Нерюнгри, а также 2 жилых объекта для специалистов Жатайской судоверфи. Реализация этих проектов, по словам экспертов, не окажет негативного влияния на экономику республики. Будет большой эффект экономический, да, потому что это будет, конечно, рабочие места, ну и понятно, что социальная инфраструктура, которая будет строиться на эти деньги, это тоже новые рабочие места и, безусловно, новое качество жизни. А могу сразу сказать, такие тоже вопросы были, как это повлияет на нагрузку бюджета. Нагрузку бюджета это незначительно повлияет. Ожидается, что реализация всех 3 проектов позволит обеспечить выполнение показателей регионального проекта «Жилье», согласно которому к 2030 году республикой будет достигнут годовой показатель 832 тысячи квадратных метров жилья. Власий Сергеев, Георгий Григорьев, Якутск. И к другим темам. Подготовка к прохождению отопительного сезона является непрерывной деятельностью энергетических компаний. Какие работы проведены за этот летний период и насколько готовы к отопительному сезону коммунальные структуры столицы, в материале Дмитрия Тымырова. Завершается лето, а вместе с ними и ремонтные работы, которые ежегодно успевают провести между отопительными сезонами. На сегодняшний день мы выполнили ремонт паровой турбины, ремонт парового котла, завершаем замену газового оборудования одного водогрейного котла. То есть это остались пусконаладочные работы. То есть все работы по станции уже завершены. Вместе с тем на финишной прямой работы по замене, ремонту, утеплению магистральных и квартальных сетей. По квартальным сетям работы выполнены уже на 95%. И с 25 по 31 число августа мы приступаем к заполнению уже всех сетей для того, чтобы с началом отопительного сезона обеспечить циркуляцию. Большая работа в этом году была проделана по ремонту тепловых сетей, в частности на участке улицы Хабарова. Всего здесь заменили 400 метров труб. Сейчас работы на завершающей стадии. Работа важная. Сети на данном участке отработали уже больше 28 лет, и они подлежат замене. На начало отопительного сезона эта работа, в общем-то, не влияет. У нас здесь кольцо
Вот. Но до 1 сентября монтажные работы по укладке трубопровода завершатся. До середины сентября мы завершим работу по изоляции. Между тем, с этого года якутская ТЭЦ начала отвечать и за контроль подготовки оборудования теплопотребляющих установок. Проще говоря, проверка готовности самих потребителей. Помимо технических мероприятий, которые потребители должны выполнить, это промывка системы отопления, опрессовка теплопотребляющего оборудования, ревизия запорной арматуры. Также немаловажно погасить задолженность на сегодняшний день за потребленные энергоресурсы. На сегодняшний день подготовка идет полным ходом. То есть на 52% жилых домов выданы акты готовности. Тем временем документы для акта готовности школ и детских садов сдали на сегодня более 80 объектов. Из них одобрение получили 42%. Подготовка к отопительному сезону и к предстоящей зиме в Якутске продолжается. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. Водоканал также готовится к зиме, и в связи с этим горожане регулярно ощущали на себе эту работу во время отключения горячей и холодной воды. Причиной стали масштабные ремонтные работы на объектах компании в разных частях столицы. О них подробнее в материале Ульяны Шагиной. Водоканал, как и другие ресурсоснабжающие предприятия города, заблаговременно готовится к предстоящей зиме. Нужно многое успеть, чтобы в суровые якутские холода максимально снизить риски возникновения непредвиденных ситуаций. Идет плановая замена оборудования. Дело в том, что вот эти затворы старые, они стоят 1996 года. И вот они как бы со временем приходят в негодность. Работы проводились в эту ночь не только на водоузлах, но и на уличных сетях, в том числе и на канализационных. Этой работой занимается спецслужба канализования. Ребята заменили затвор на водоводе по улице Кальвица. Для увеличения пропускной способности заварили дополнительный водовод. Служба канализования задействована по всему городу. То есть у нас есть канализационно-насосные станции, которые вот в эту ночь все остановились. Это порядка 100 штук, там, ну, даже больше, там 102 станции насосные. То есть не только здесь люди занимаются, это значит по всему городу, где есть наши насосные станции, ездят наши люди. Задействована техника, еще 3 бригады, то есть, которые все это дело выключают, ну и потом будут запускать по мере, когда что мы здесь делаем, они будут запускать по нашему звонку. То есть вот таким образом это делается. Для удобства горожан все работы проводятся в ночное время. Так, за одну ночь специалистам нужно успеть провести целый пласт работ. Вместе с ними успевают и электрики. Работ на самом деле гораздо больше. На каждом подразделении, получается, в каждом, так сказать, уголке, можно сказать, нашего водоканала, получается, проводятся какие-то работы на водозаборе, на сбосе, водоснабжение, канализование, на улице проводят свои работы. Электрики, вот товарищи у нас вышли. Они, получается, делают свои щиты, проверяют контакты, протягивают контакты, делают ревизию своего оборудования. Это все на самом деле как бы в купе помогает нам войти в зиму хорошо и максимально как бы бесперебойно, эффективно отработать. Все эти работы проводятся с одной целью – как можно сильнее минимизировать риск аварий в осенне-зимний период. В 40-градусные морозы некоторые виды работ сделать просто невозможно. Поэтому успевать нужно, пока позволяет погода. Напомним, следующее отключение планируется 28 августа в районе Гемиина. Ульяна Шагина, Эдгар Николаев, Якутск. Ну а сейчас мы ненадолго прервемся и буквально через пару минут обязательно продолжим подводить итоги этой недели. Не переключайтесь. Мы продолжаем программу. Активно обсуждаемой темой этой недели стали указы президента России Владимира Путина о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Как сообщила пресс-служба Кремля, одним указом такая выплата назначается пенсионерам, проходивших военную службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Национальной гвардии и органах принудительного исполнения. Второй же указ распространяет такую выплату на остальные категории пенсионеров. Согласно документам, единовременная денежная выплата осуществляется в сентябре текущего года на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи гражданами заявления об осуществлении единовременной денежной выплаты.
Также глава государства предложил объявить 2023 год в стране годом педагога. Он поддержал инициативу одной из участниц встречи с представителями педагогической общественности по видеоконференц-связи. Владимир Путин добавил, что в 2023 году в России будут отмечать 200-летие со дня рождения русского педагога Константина Ушницкого. Также власти России планируют усовершенствовать систему оплаты труда педагогов, учитывая при этом бюджетные возможности. Президент России отметил, что в этом вопросе необходимо работать системно, реализовывать стоящие вопросы в социальных областях, в том числе и в сфере образования. Помимо этого, важно поддерживать молодых специалистов. Он напомнил, что некоторые меры для этого уже приняты. Например, студенты старших курсов могут заниматься педагогической деятельностью, работая в школе. Мне кажется, было бы здорово дать возможность всей нашей большой стране сказать спасибо нашим учителям и объявить один из последующих годов годом учителя и наставника. Да, Катя, это хорошая идея, хорошее предложение. У нас сейчас 2021. Вот в 2023 году мы будем отмечать 200-летие Ушинского. Константин Дмитриевич, по-моему, если не ошибаюсь. Это один из основателей российской педагогики. Можно так и сделать. 2023 год объявить годом педагога. Давайте сделаем это. Сегодня тоже с коллегами поговорю на этот счет. Спасибо большое за предложение, Катя. Ну а что касается нового учебного года в Якутии, то с 1 сентября учеба в школах начнется в очном формате. По предварительным данным, в новом учебном году впервые за парту сядут более 16 тысяч первоклассников, а всего по региону 148 тысяч учеников. Также добавим, что по состоянию на 25 августа вакцину от новой коронавирусной инфекции получили почти 75% работников общеобразовательных организаций и более 75% работников дошкольных образовательных учреждений. В этом году мы начинаем учебный год в очной форме. Это вот первое, что хочу тоже донести через данный аккаунт до всех жителей нашей республики. Для этого мы со всеми муниципалитетами отработали алгоритм прошлогодних мер, соблюдение санитарных требований, которые установлены, утверждены. Это в первую очередь проведение термометрии, это разобщение, это закрепление за каждым классом отдельной аудитории, ну и иные мероприятия. Поэтому четкое понимание есть, что если на территории какого-то другого района либо населенного пункта будет нормальная эпидемиологическая ситуация, то мы с 1 сентября будем учиться очно. И такой же формат у нас планируется по программам дополнительного образования. Говоря о школах столицы, то образовательные учреждения Якутска уже готовы к новому учебному году. В столице региона прошла плановая приемка образовательных учреждений. К 1 сентября полностью завершены ремонтные работы в 10 школах. Тему продолжит Власий Сергеев. Обучение в школах Якутска начнется с 1 сентября в очном формате. На сегодняшний день в первые классы поступили порядка 5800 детей. Чтобы удовлетворить все заявки, в столичных школах продолжается работа по увеличению количества классов. Чтобы расширить кабинеты, то есть мы приобретали гаражи, контейнера, чтобы освободить помещения внутри наших образовательных учреждений, чтобы сделать дополнительные кабинеты. И таким образом мы увеличили количество классов, комплектов. До начала учебного года в 10 столичных образовательных учреждениях завершены ремонтные работы. Так, в школе номер 13 были заменены окна столовой, двери пожарных выходов и кафель на первом этаже. Помимо этого было обновлено покрытие крыши. Школа построена в 2002 году. С того времени такого большого ремонта капитального еще не проводилось. Акт приемки подписан. Роспотребнадзор, пожарная часть и охрана труда. Школа готова к новому учебному году. В этом году работа по улучшению материальной базы образовательных учреждений будет продолжена. Так, в 2021 году на ремонтные и строительные работы было выделено 146 миллионов рублей. В этом году у нас инструментальное обследование, проектная документация прошла по 6 образовательным учреждениям. И
работе межведомственной комиссии в следующем году подлежат обследованию еще 7 объектов образования, чтобы потом в последующем сделать укрепительные работы. Пройдя плановую приемку, столичные школы продолжают вести подготовительную работу ко Дню знаний. В этом году линейки снова пройдут под открытым небом и соблюдением социальной дистанции. Власий Сергеев, Георгий Григорьев, Якутск. Ну а в Ленском районе финансирование на ремонт школ в этом году поступило в более поздние сроки, чем обычно. Поэтому в некоторых школах к работам еще не приступили, только провели торги и ждут подрядчиков. В каких школах и что отремонтировали, а что еще предстоит, узнавала Анна Кожевникова. На ремонт образовательных учреждений в этом году из казны Ленского района выделено 82 миллиона рублей. Охвачены все городские и сельские школы. Так, в Южной Нюе будут отремонтированы мастерские, в Турухте устранены предписания пожарной службы, колоссальные средства выделены для Бичинчинской школы. По Бичинчи это ремонт строительство нового туалета и ремонт мастерских и актового зала. Там приличная сумма, около 7 миллионов. Выделены деньги по Витиму, школа Витим, выделены деньги по Витиму, детский сад «Колокольчик». Также по Пеледую ремонт канализации по школе и перегородки, устройство перегородок. К финишной прямой плавно подходит школе номер 5. Здесь последние стадии ремонта. В 4-й школе обновленные кабинеты физики и химии ждут учащихся. Их отремонтировали по линии Транснефти, а также оснастили оборудованием для занятий подготовки к экзаменам, а кабинет химии – вытяжным шкафом, который давно ждали педагоги. Практически готов класс биологии. Выровняли полы, отштукатурили кабинет, 46-й кабинет. Это по точке роста специально мы сделали для новый проект российский. Цифровая образовательная среда. Деньги выделяет район. И спасибо большое, что выделили столько денег, что достаточно можно было сделать ремонты. Также произведут полностью ремонт в библиотеке и медкабинете. А вот на стадионе работы пока не завершены. Его строят благодаря спонсорской помощи от компании «Тасурях» и софинансирования районной администрации, которая выделила около 15 миллионов рублей. За основу был взят проект стадиона школы номер 3. В скором времени еще одна современная спортивная площадка появится в Ленске. В школе номер 3, казалось бы, преобразовывать уже нечего. Это, пожалуй, самое современное здание среди образовательных учреждений района. Из бюджета в этом году выделены деньги на замену окон, но руководство школы приняло решение заключить долгосрочный контракт, и все работы будут проведены на следующий год. В основном здании школы номер 2 произведут ремонт кровли, а в первой – замену системы отопления. Помимо этого завершат установку ограждения территории СОЖ номер 1. В этом году деньги на ремонт образовательных учреждений выделили в более поздние сроки, чем в предыдущие годы. Поэтому возможные во время учебного процесса работы будут производиться таким образом, чтобы не создавать трудностей учащимся, а остальные перенесутся на следующий год. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Также на этой неделе много говорили о якутском кино. Так, в День российского кино состоялся закрытый показ фильма режиссера Александра Лукина «Белый ангел тундры». Картина основана на реальных событиях. Она рассказывает о непростой судьбе 20-летней девушки Капитолины Облезловой, которая, скрываясь от репрессий 1937 года, уезжает из Ленинграда в далекую Якутию, на самый север, в село Жилинда Оленёкского района. Неопытного фельдшера отправили спасать ивенков от эпидемии брюшного тифа. Ценой своей жизни героиня фильма спасает маленькую девочку, которая дожила до преклонных лет и всю жизнь была благодарна молоденькому ангелу в белом халате, подарившей ей жизнь. Этот фильм рассказывает вообще о широкой душе русского человека. Я хотел показать вообще характер вот этого русский характер, так скажем. Это фильм самопожертвования. Девочка, она, борясь с этой болезнью, она сама погибает. Но суть в том, что последнюю таблетку, которую она должна была выпить, она, пожертвовав, отдает маленькой ивенкийской девочке. Также в Выборге состоится мировая премьера фильма «Вертолет» якутского режиссера Михаила Лукачевского. Драма вошла в конкурс игрового кино 29-го фестиваля «Окно в Европу». «Вертолет» рассказывает о семье с младенцем, которая навещает пожилых родителей, живущих в труднодоступном северном поселке. Внезапно их ребенок заболевает дизентерией, в поселке нет необходимых лекарств, телефонную линию оборвало, все дороги размыло весенним половодьем. Молодой отец решает самостоятельно добраться до райцентра
центра, чтобы вызвать санрейс. Но путь предстоит долгий и опасный. «Окно в Европу» — это старейший национальный кинофестиваль России, одно из самых авторитетных мероприятий страны в сфере киноиндустрии. Ну а в Чехии уже состоялась международная премьера фильма «Нучча» якутского режиссера Владимира Мункуева. Картина вошла в конкурсную программу «Восток-Запад» международного кинофестиваля в Карловых Варах. Это самое важное событие в Центральной и Восточной Европе в мире киноиндустрии. Жюри представили только 12 фильмов, и только один из них из России, и это якутская картина. В преддверии премьеры с режиссером встретился Максим Кардозу. Неопределенность – это то слово, которое стало привычным в пандемию. Вот и Владимир Мункуев еще за день до главного события в творческой жизни из-за ковидных ограничений не знает, поедет в Чехию или нет. На всякий случай продюсеры посоветовали собрать чемодан. Вдруг вопрос с визой решится. Карловы Вары, конечно, это прекрасно и хорошо. Это, мне кажется, если я не ошибаюсь, международный, не российский, именно фестиваль класса А, это первый якутский фильм, который попал в программу «Восток-Запад». Надеюсь, это принесет действительно какие-то плоды дальше для дальнейшего развития. Фильм «Нучча» снят по мотивам произведений польского писателя и этнографа Вацлава Серашевского. В центре сюжета якутская семья, в которую насильно поселяют русского каторжника. И здесь начинается настоящая психологическая драма. Действие происходит в 19 веке. В 2017 году я увлекся, как-то сам не знаю почему, работами Серашевского. Просто сел читать. Читал, настолько увлекся, что вдохновился и решил написать сценарий. Писал сценарий, но по большому счету куда-то в стол. Не верил, что вообще возможно это реализовать. В идею поверил наставник Владимира, известный режиссер Борис Хлебников. Нашлись российские инвесторы, но пандемия опять все чуть не отменила. Конечно, были сложности, но, во-первых, мы снимали в селе Мая. Половина команды была из Москвы, из Петербурга, перелеты, тесты. Мы соблюдали, конечно, все меры, но все равно все это накладывало. Плюс, просто сложности по перевозке актеров, техники. Все это было, но мы как-то с этим справились. Фестиваль в Карловых Варах завершится 28 августа. Тогда станут известны и победители. Но создателям фильма «Нучча» расслабляться все равно не удастся. Их картину уже взяли в конкурсную программу главного российского кинофестиваля «Кинотавр». Напомним, в прошлом году его триумфатором стала лента «Пугало» якутянина Дмитрия Давыдова. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Именно такой мы увидели эту неделю. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и до встречи в эфире.